Дербент – древнейший город России, железные ворота Кавказа. Первые поселения здесь возникли еще 5000 лет назад. В конце первого тысячелетия до нашей эры здесь, на землях кавказских албан, предков лезгинских народов, возникает город-крепость Чол. Он стал свидетелем многих нашествий – скифов, парфян, римлян, персов. Именно здесь находился патриарший престол Кавказской Албании, древнего государства, основанного предками лезгинских народов. Албанский царь Урнайр еще в IV веке принял религию единобожия – христианство. По одной из версий, первыми проповедниками христианства на землях наших предков стали сподвижники самого Иисуса. Один из 12 ближайших учеников Иисуса – апостол Варфоломей. Один из 70 последующих учеников Иисуса – Елисей. После включения Кавказской Албании в состав Персидской империи, персидский шах Хосров Анушерван в VI веке возводит на территории древнего города Чол новый грандиозный оборонительный комплекс. В его строительстве принимали участие тысячи местных жителей, предков лезгинских народов. Именно тогда за городом закрепляется персидское название Дарбанд – узел ворот. Наши предки поднимали десятки восстаний против владычества персов. В VII веке Дербент становится центром распространения новой версии единобожия – ислама. Ислам в земли наших предков принесли сподвижники самого пророка Мухаммада в правлении халифа Умара. Это случилось после поражения Персидской империи от мусульман в битве при Кадисии, когда Кавказской Албанией правил царь Джаваншир. Таким образом, предки лезгинских народов стали первыми народами Кавказа, которые приняли две версии единобожия – христианство и ислам – от сподвижников двух пророков – Иисуса и Мухаммада. Тогда и была построена в Дербенте древнейшая на территории России Джума-мечеть. В дальнейшем Дербент, как и другие города Кавказской Албании – Ганджа, Барда, Кабала – становится крупным центром науки и образования. В X, XI и XII веках в Дербенте появилась целая плеяда выдающихся ученых, преподававших в университетах Багдада, Дамаска и Бухары. При этом многие из них – Маммус Лагзи, Муса Лагзи, Юсуф Лагзи – подчеркивали своими именами свое происхождение из Лагза, как в древности называли страну Лезгин. Именно они являются наиболее вероятными авторами исторических хроник «История Дербента и Ширвана» и «Дарбанд-нама», важнейших источников по истории Кавказа. Эти ученые работали в Багдаде с крупнейшим мыслителем исламского мира того периода – Абу Хамидом Аль-Газали. Среди великих ученых Дербента был и Маймуд Дарбанди, один из воспитателей легендарного Салахуддина Аюби, победителя крестоносцев. После нашествия монголов в XIII веке звезда древнего Чола начала постепенно гаснуть, а в последующие века Дербент и земли вокруг него стали ареной борьбы различных персидских и тюркских династий. Но это уже другая история.